В рамках встречи председатель Президиума Совета тейпов рассказал о промежуточных итогах работы Совета за первый квартал текущего года. По его словам, старейшины принимали активное участие в примирении враждующих сторон, рейдовых мероприятиях ОГИБДД, разрешении земельных споров, сходах граждан, проходивших в селах, во встречах с волонтерами и различными диаспорами. Уважаемый глава республики, за прошедший небольшой период работы Президиум провел 10 заседаний. Из них по разборам враждующих сторон на почве драки 2 случая, кровной мести 2 случая, денежных споров 3 случая, в том числе обращение председателя грузинской диаспоры, умыкание девушки 1 случай. Принимали участие в конференциях, посвященных 25-летию референдума образования Республики Ингушетия в составе России, посвященных Дню Конституции Республики Ингушетия, чествованию победителей, чтецов Корана, активное участие во всех встречах правозащитников и членов Общественной палаты России. Дважды выезжали с проверкой по экологическим комиссиям и результат обсуждали на телевидении. Основной задачей Президиум считает свою работу по консолидации всех слоев населения Республики Ингушетия путем прямого диалога со всеми представителями диаспор, проживающих в нашей республике. Глава региона подчеркнул значимость работы, проводимой лучшими представителями ингушских фамилий в различных направлениях. По его мнению, данный общественный институт играет исключительно важную роль в вопросах духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, укрепления мира и согласия в обществе. Этот орган, который не имеет определенной зарплаты, привилегий, этот орган, который предназначен для того, чтобы решать текущие вопросы, сложные вопросы, прямо сиюминутно и не позволять какие-то такие ярко выраженные споры, которые могут вылиться в конфликтные ситуации, их придерживать. Сегодня Совет тейпов объединяет представителей всех почти тейпов. Есть у нас ряд тейпов, которые не входят в Совет. И надо максимально количество этих тейпов, которые не представлены, надо их с ними разговаривать, с родственниками, совсем не с родственниками, а с представителями тейпов. И в Совет тейпов должны входить представители всех фамилий республики. На это обратить надо очень серьезное внимание. Надо показывать людям, для чего существует, для чего предназначен Совет тейпов. Когда люди увидят, что идет большая работа в плане решения многих, в том числе бытовых споров, вопросов, привлекая Совет тейпов, они с большим удовольствием войдут в состав Совета тейпов и будут делегировать своих представителей. Благодаря усилиям и каждодневной работе уважаемых старейшин урегулированы многие конфликты, связанные с обычаем кровной мести, разрешены межличностные споры на деловой, экономической и семейной почве. Он обозначил важность участия в этом процессе представителей всех фамилий, которые по разным причинам не представлены в Совете. Есть много вопросов, связанных в тейпах. Это и наличие в составе всех тейпов, представителей всех тейпов, тех людей, которые не совсем правильно понимают правила игры, которые не дружат с законом, которые дружат с преступностью. Кто-то является наркоманом или наркоторговцем, кто-то является членом банд-подполья или желающим войти в ряды террористов, кто-то угоняет машиной. То есть есть много моментов. И здесь тоже ваша работа, она видна, и во многих вещах вы профилактическую работу проводите у себя в тейпах. Еще один важный вопрос, который нужно решить при помощи старейшин, это духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Глава отметил, что молодежь должна брать пример с авторитетных старейшин в вопросах решения споров и мирного урегулирования тех или иных проблем. Одним из важных вопросов это, конечно, духовно-нравственное воспитание нашей молодежи. Поддержание их в том состоянии, чтобы они не пытались смотреть на сторону в поисках лучшего советчика, в поисках лучшей жизни. Одним таким ярким выраженным моментом является то, что молодой человек или девушка, не слушая своего отца, свою мать,
могут послушать чужого дядю и уйти в преступный мир. Вот для меня это, конечно, вызывает большое удивление. Наша молодежь – это, в общем, очень деликатная сфера, тем более университетская молодежь или старшие классы школ. Царца Бог бежуасага, тот, кто идет с ними работать, что-то им преподнести, что-то им рассказать, к чему-то их призвать, должен иметь определенный интеллект. Лиша саказвале, простой саказвале, университет, идешь баш болче, молодежь сак, амелдуцы, шкетби уджвасага, уровень шалис. Царь хотел сделать вопрос, ответил, царь дадут, что хам шефу дут саддал. 10-классное образование, на двойке, на тройке, яха, дишавар, они не воспринимают. Ты исполнил, что сделал деликатно, царь Бог был, ах, корто был шамхулцо. На встрече также обсуждалась ситуация вокруг муфтията. Говоря о религиозных спорах, глава Ингушетии отметил, что религиозные проблемы имеют тонкую грань и ошибочно говорить, что духовное управление не имеет отношения к государству, поскольку их деятельность регулируется законом, имеет государственную регистрацию и руководствуется уставом. И здесь речь идет не только о ликвидации муфтията. В этом году ликвидировано более 30 общественных организаций. Духовное управление мусульман республики до сих пор не исполнило предписание Минюста Ингушетии об устранении выявленных нарушений. Религия – это такая тонкая грань, и когда вот такие вещи возникают, то на орбиту всегда выходят те, кто сами порой иногда были начинателями вот этих всех конфликтных ситуаций. В том числе там представители и так называемого муфтията. Это тоже присутствует, люди это прекрасно знают. Но как власть, как глава республики, я в эти процессы, конечно, вмешиваться должен очень осторожно. Почему и мое вмешательство как главы республики в процесс, когда я сказал так, свое мнение, объединило самого там Хамхоева вокруг его там некоторых людей. Там. И здесь не надо скрывать даже большинство имамов. Потому что они почувствовали, что есть какая-то угроза на их деятельность со стороны официальных властей. Поэтому я вас прошу, они все представители наших тейпов, собрать еще раз сесть тейпов и с каждым имамом проговорить эти вопросы. Я повторяю еще раз, без тесного взаимодействия с имамом власти очень сложно будет в селе работать, с учетом все-таки такой глубокой религиозности нашего народа. Но и без главы имам тоже не справится с этим задачей. Поэтому это вот такая спайка, дружная там группа, и имам, и глава села, и тёх, и томат, они должны вместе работать. Мое решение, я уже сказал, и оно там, я не собираюсь его там дальше даже и обсуждать, и отменять. Действия самого Хамхоева, это на его личной совести, с учетом его богобоязненности, с учетом его понимания ситуации среди верующих и с учетом дальнейшего понимания самого там Корана и что предписано там и в Коране, и дал самому то есть это его уже личное дело, я там не хочу там, я не знаток этих вопросов, поэтому я там думаю, что сами священнослужители лучше здесь скажут. Но с точки зрения закона, когда говорят, религия отделена от власти, это не совсем правильно. Почему? Потому что с точки зрения закона есть общественная организация Духовный центр мусульман. Вот так называется. И если Духовный центр мусульман зарегистрирован и у нас, и в других регионах, неважно, где бы он ни был, в Министерстве юстиции Российской Федерации, а у нас это там наше управление, Министерство юстиции, они все равно привязаны к закону, правилам игры. И если там они регистрируются, то там они пишут какие-то свои обязательства, которые они берут на себя. И если они эти обязательства не выполняют, то Минюст имеет право их ликвидировать как общественную организацию, что сейчас и происходит.
И здесь не только духовный центр мусульман. Если там память не изменяет, в этом году ликвидировано более 30. Там надо Минюсту сказать, они вывести на сайт, которые создавали, вы помните, да, перед выборами появляются общественные организации, много там сочиняют их, а после выборов они распадаются. البوشي محمد ورموفتي سوهان وصان وحباتشا وياغروت زازك مراد ساشي أتنشين تلهم تلخنجي ديجانا حقول به باتشا عصر توق تلخات تونيق ارتيشن دعبها بغوق تعدانت باتشا عصر إيغيغا سون بوغ بولبات سوت إحلاته شوان بوغ بولبات صبالغرتا أول شاشت مفتي عغر رزان عوغر محمد ديك بريمير دايس ساقا تاغن سبق ويان لبوي ساقا شي قوس مريقي وخد شي خارس ويان خيتس مستين شي بق وسان غيت نو شي بق ويلوتي خوت ساقا ترز تسحم سو عدلوش شي ليلجو بوليتيكا شي ليلجو بوليدينيغ قمن بوصلناغا بيت بول زيدول يقي بيتنات دول раскол يولسو يبات توبوتسو ناقا حشي حليل دا شين نيس خيتي на выходе حدوزو результат نيس دواسلك بوصلناغا بيت ندواسلك خيتشي شورتي دياغونو أزليل دا شو سيزليل دا بقيت درسونو أزليل دا شو وينيق إربات خير بالر مار توالوش بات وبوصلناغا بيت بالر داتر شيق العوال دعاخو ديك خوش دعاخدير يعني عوال حاقل دعاقاش إيمان دعاقاش ديك درجوه شولا داره حتى دع ظلم يخصص دري كلجت يختوري باقي يختوري عار ويتشك حتى دق أربع نخبه قارق دوخر بول نخ وخصوص بب فنياخ درصوص ببظلم درصوص ببعول برصوص ببياخر شيقر فتوايش شيقر يشيني حايش شيقر إسبانينيش تناه ليلد يوصر ظلم ده قارق دوخر وصق ولا صوت يتعبها ديجاج ناغا يرتج ناغا أبشيستني يرخاص عدوهن يلدال مقدت عنير أدلا مقدات حسات عوالين دالر مارة تون نسبي بوقويات أدلواتشن. Применение силы – это прерогатива власти. Ахмед Марзиев также подчеркнул, что нельзя допускать противоправных действий со стороны жителей республики, которые пытаются воспользоваться моментом в своих личных целях. Учитывая юбилейную дату со дня образования республики, а также года экологии в стране, Юнусбек Евкуров призвал к активности членов Совета ТЭПов и к более открытому общественному порицанию негативных моментов в жизни общества. По его мнению, они должны чаще участвовать в телепередачах, в решении межэтнических вопросов, присутствовать на сходах граждан в населенных пунктах. Хайс Добрива, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров, Новости 24.